Сегодня, 1 декабря 2017 года, проходит Всемирный день борьбы с ВИЧ-инфекцией. ВИЧ-инфекция уже 30 лет гуляет по странам мира, в том числе и по Республике Беларусь. И она своей позиции никак не поменялась. Просто мы сейчас работаем для того, чтобы изменилось отношение населения к этой проблеме. Это действительно хроническая, неизлечимая на сегодня болезнь, которая поддается воздействию, если человек ВИЧ-положительный, слушается медицинских врачей, получает постоянно лечение. И это сейчас не самая страшная болезнь. Он живет столько, сколько ему назначено судьбой. Он социально активный, выполняет трудовые обязанности. Но для того, чтобы можно было человеку помочь, надо как можно раньше узнать свой статус, то есть сдать кровь на анализ и получить. Для того, что если отрицательный результат, чтобы знать и дальше, чтобы таким оставаться. Если положительный, то эта проблема будет уже медицинских работников для того, чтобы воспитывать его в том плане, чтобы он лечился. Статистика, к сожалению, неутешительно. Вот сегодня группа волонтеров вышли на улицы для того, чтобы как можно больше людей узнало. Болезнь – это поведение человека. Если человек ответственный за свое поведение, он должен прийти в медицинское учреждение и узнать, болен он или нет. Потому что более 17 лет он не чувствует себя больным, но представляет опасность для окружающих. Для граждан Республики Беларусь и диагностика, и лечение бесплатно. Обращайтесь по месту жительства или приезжайте. Город Могилев, улица Первомайская, дом 114. Телефон, если вас волнуют вопросы, 71 65 83. Сегодня мы рассказали людям о том, что в Беларуси проходит международная акция «Мое здоровье, мое право». В ходе этой акции мы рассказали людям о том, что очень важно знать о том, что СПИД – это не такая страшная болезнь, и что не надо бояться людей с этой болезнью, и необходимо знать, как она передается. И в брошюрах, которых мы раздавали, об этом сказано подробнее. Многие люди не знали, что сегодня проходит такая акция, и многим было даже интересно послушать о том, как ВИЧ передается и так далее. Я думаю, в большинстве люди, конечно же, знают, что такая болезнь существует, но, возможно, они не знали каких-то деталей об этой болезни. Мы раздавали брошюры, в которых подробнее сказано, что можно провести анонимно тест на ВИЧ и узнать свои результаты, свой ВИЧ-статус. Очень страшное заболевание. И самое печальное, что большинство все-таки молодежи подвержено ему. Поэтому то, что этот день существует, что это очень хорошо, это здорово, потому что это борьба со СПИДом, это должна быть пропаганда обязательно. Где угодно действительно можно заразиться, мое такое мнение. Если где-то немножко, допустим, не знаю даже что сказать, можно же у стоматолога заразиться, если там что-то... Поэтому вот так. Очень страшно, конечно. Я знаю, что это такое, я с этим никогда не сталкивалась, но я знаю, что многие люди этим страдают, болеют, и не по своей причине. С многими так случилось, и они в этом не виноваты. Я не считаю, что эти люди как-то для общества, как-то они от нас отличаются, что они как-то разнятся с нами. Я не считаю, что общество должно как-то относиться к ним плохо, просто многие люди относятся к ним пренебрежительно, как-то стараются избегать. Я не понимаю, в чем причина. Они такие же люди, как и мы, просто. Главное соблюдать. Все предохраняться, все нормально. С самой школы там рассказывали про это. В училищах, институтах рассказывали про ВИЧ-СПИД. Вот я сейчас с армией, там даже тоже как-то проводили такие мероприятия. Я думаю, хватает людям. Когда поймут, что это такое, что это плохо, они меньше начнут таких заболеваний происходить. Достаточно вещей происходит на сегодняшний день. Много акций, много всяких рекламных постеров. Люди освещены, что это болезнь серьезная и с ней надо бороться. Да, лекарства нет, но есть таблетки, которые купируют, помогают прожить больше и дольше жизнь. Я верю, что когда-нибудь найдут все-таки это лекарство, и мир станет лучше благодаря этому лекарству. Многим людям это поможет, и их семьям тоже.